грамоты о присвоении городам почетного звания «Город воинской славы». Города воинской славы – это населенные пункты, вошедшие в историю тяжелыми боями и героическими защитниками. Эта награда продолжила традицию, начатую еще в советское время – присваивать целым территориям высшую степень отличия звания «Город-герой». Это дань памяти тем, кто ценой собственной жизни не дал врагам захватить родину. За 10 лет, что учреждено это почетное звание, на карте России появилось 40 городов воинской славы. В их первую десятку вошел и Малгобек. В 2007 году указом президента Владимира Путина за мужество, стойкость и героизм городу было присвоено почетное звание города воинской славы. Грамота о присвоении городу Малгобеку почетного звания «Город воинской славы» вручается делегации Малгобека. Сейчас в центре Малгобека высится памятная стела, у которой проходят самые пышные и торжественные в республике праздничные церемонии в честь Дня Победы. А в 2011 году Центральный банк России выпустил в обращение серию монет «Города воинской славы». 4-я монета в этой серии, посвященная Малгобеку, была отчеканена 1 августа того же года. Не только малгобекчане, но и вся республика гордится своими героями. В стране новый промысел Малгобек. Поселок нефтяников Малгобек получил известность в 1933 году, когда здесь нашли богатые запасы нефти. Задолго до войны нефтяники Малгобека завоевали звание лучшей конторы бурения Советского Союза и наряду с Баку стал главной нефтяной базой Советского Союза. В 1941 году Малгобек выполнил план по добыче нефти для нужд фронта на 175%. За этот трудовой подвиг советское правительство наградило местных нефтяников орденом Ленина. А уже летом 1942 года немецкие войска вышли к Тереку. До Малгобека оставались считанные километры, и германский генерал фон Клейст, имея 5-кратное превосходство в танках, планировал в течение нескольких дней взять под контроль все нефтеносные районы Чечено-Ингушетии. В таких обстоятельствах советская власть могла рассчитывать только на патриотизм и самопожертвование народов, сплотившихся на защиту Родины. Командование приказало заполнить нефтью оросительные каналы. При крайней необходимости их нужно было поджечь. Оборонительные укрепления возводились вручную усилиями женщин, детей и стариков. Мы все время помогали солдатам, рыли окопы, приносили еду. Тогда все жили тяжело, но помочь защитникам для нас было самым главным. Молоко, сыр, хлеб, все, что было, уносили солдатам. Очень уважали их. Уничтожить нефтяные скважины. Такой приказ от командования получили защитники Малгобека. Приказ был выполнен, но втайне от начальства солдаты оставили одну действующую скважину для себя и назвали ее партизанкой. В конце сентября немцы бросили на малгобекское направление танковую дивизию СС «Викинг», надеясь прорвать нашу оборону и выйти к Грозному. В результате ожесточенных боев Терский хребет был буквально усеян телами павших бойцов. День немец наступает. А ночь мы наступаем, отбиваем вот эти все атаки. Атака за атакой, танки идут, пехота идет, цепями отбиваем, самолеты нас бомбят. Дети, женщины, старики трупы собирали. Очень много улегли, но победа выиграли. Победы выиграли. Без потерь война не будет. Ингушский народ объявил Газоват, непримиримую священную войну против немцев. Объявил гласно, всенародно, как общую волю всех честных мужчин. С этих слов начинается статья, напечатанная в газете «Красная звезда», выпущенной 5 января 1943 года. Автор статьи Павленко пишет в ней об ингушах, о том, как целый народ поднимался на войну против всеобщего врага. На первой странице было информационное сообщение, что в ходе кровопролитных боев освобожден город Малгобек. А на 4-й странице размещалась большая статья, в которой рассказывалось о том, что ингушский народ объявил Газоват, священную непримиримую войну немецко-фашистским войскам. И этот факт нас очень, конечно, обрадовал, мы этим заинтересовались, постарались найти газету, оригинал, заказали через различные источники. Как известно, сейчас существуют букинистические магазины, которые торгуют разными старыми газетами, журналами, книгами.
Представители разных национальностей, конфессий и профессий сражались бок о бок за родину. В битве за Кавказ и, в частности, в обороне Малгобека участвовал впоследствии выдающийся актер Владимир Этуш. Но для многих защитников Кавказа Малгобекский рубеж так и остался последним в жизни. В боях за город нефтяников погибло более 120 тысяч советских солдат и офицеров. По разным данным, Малгобек переходил из рук в руки 14 раз. Сегодня защитники Малгобека со скорбью вспоминают, каким приходилось сражаться против превосходящих сил врага, как погибали их боевые товарищи, но об Ингушетии они вспоминают только добрыми словами. Желаю ингушскому народу, трудолюбивому, доброму, красивому, благополучия, удачи, долгих лет жизни, процветания этой маленькой, но очень хорошей республики. Чтобы вы жили хорошо, встречали своих друзей, а мы вас, чтобы были мы вместе. А вместе это большая сила. Благодаря героизму и мужеству славных защитников Малгобека наступательный дух гитлеровцев был навсегда похоронен на подступах к Кавказскому хребту. Подвиг защитников города достоин того, чтобы о нем помнили вечно. Зарима Ивлоева, Хава Султыгова, Магомед Урусханов. Новости 24.